эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. За январь 2020 года на территории республики зарегистрировано 927 преступлений. С 226 до 179 уменьшилось число тяжких преступлений. Их снижение зарегистрировано на территории 13 городов и районов республики, в том числе в Якутске и Мирном. Зарегистрировано 405 преступлений против собственности, из них 229 краж, 22 грабежа, 4 разбойных нападения и 11 случаев мошенничества. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 134 преступления. Это 48 краж, 38 мошенничеств и 22 мошенничества с использованием платежных карт. 16 преступлений в сфере незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранительными органами выявлено 54 преступления экономической направленности и 48 преступлений против государственной власти. Зарегистрировано 13 злоупотреблений должностными полномочиями и 15 превышений должностных полномочий. Отмечается снижение на 3,6% количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано 221 преступление, совершенное в общественных местах. Уменьшилось количество преступлений, совершенных женщинами. Их зарегистрировано 102. Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений причинения смерти по неосторожности и незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемый нашел в охотничьем домике чужой карабин и после распития алкогольных напитков решил проверить оружие в деле. Находясь в кабине автомобиля «Урал», он перезарядил оружие и направил ствол в сторону охотничьего домика, расположенного в 60 метрах от него, и нажал на спусковой крючок. В результате выстрела пуля, пробив насквозь деревянную стенку охотничьего домика, попала в область левого бедра потерпевшего, который находился внутри охотничьего домика. Потерпевший после полученного огнестрельного ранения был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько дней. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В ходе оперативно-профилактической операции «Участок» сотрудниками полиции Мирнинского района выявлен факт нарушения алкогольного законодательства. Участковыми установлено, что 55-летняя продавщица, находясь в помещении одного из заведений общественного питания в Мирном, незаконно осуществляла продажу алкоголя. Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров или вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Теперь продавщице грозит штраф от 1500 до 2000 рублей и конфискация алкогольной продукции. Перейдем к событиям, произошедшим за пределами нашего региона. Московские полицейские и сотрудники Следственного комитета работают в здании Чертановского суда, где в среду во время заседания покончил с собой экс-начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также установить, каким образом подсудимый смог пронести в здание суда оружие. При этом в Чертановском суде опровергают версию о том, что в здании была неисправна рамка металлодетектора. Согласно сообщению ведомства, рамки работали утром и в течение всего дня. Свиридов выстрелил себе в грудь во время оглашения приговора. Подсудимый скончался в зале суда после того, как ему назначили 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье «Вымогательство». После того, когда судья зачитала приговор и после слов «изменить меру пресечения», подзащитный отошел, я четко сейчас не помню, я услышал хлопок, и он упал на лавочку. А полиция Нидерландов ищет отправителя бомб в посылках, которые начали приходить с 3 января. Последние 2 из них взорвались в среду утром, никто не пострадал. По данным местных изданий, цель злоумышленника – вымогательство. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Утром в среду в Нидерландах в течение часа взорвались 2 бомбы, спрятанные в посылках. Одна из них сдетонировала в сортировочном помещении банка ABN AMRO в Амстердаме. Вторая – в почтовом отделении японского производителя электроники Ricoh в городе Керкраде на юге страны. Ни в одном из инцидентов никто не пострадал. Посылки со взрывными устройствами в Нидерландах начали находить 3 января. За последние несколько недель подобные почтовые отправления были обнаружены в отеле, на автозаправке, в гараже, агентстве недвижимости и коллекторской службе. Во всех случаях позже приходили письма с угрозами, содержание которых не раскрывается. До сих пор ни одна из посылок не сдетонировала. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, как последние 2 бомбы связаны с предыдущими. Полиция считает, что все это дело рук одного человека.
Как пишут местные издания, цель злоумышленника – вымогательство. Никаких задержаний в связи с делом пока что произведено не было. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.